Ассаляму алейкум, в эфире программа «Гюнуль Гюнульден», и я рада представить гостя сегодняшней программы. Это глава общественной организации «Алем» Эсма Аджиева. Ассаляму алейкум, Эсма Ханум. Ассаляму алейкум. Эсма Ханум, как бы сами себя бы представили, что бы вы о себе рассказали? Наверное, я представлю себя так, как я ощущаю. Прежде всего, я крымско-татарская мама и жена. Это не просто словосочетание. В этом есть очень глубокий смысл. Я думаю, просто в ходе беседы вы поймете, о чем я. Человек с очень активной жизненной позицией. Люблю жизнь, люблю позитив, люблю добрых и открытых людей. Люблю свой народ. Для меня есть понятие жизненных ценностей. Ну и говоря про свою активную позицию, люблю свою работу, потому что на самом деле это часть жизни меня, моей и часть жизни нашего крымско-татарского народа. Как вы уже и сказали, у меня есть общественная организация, она крымско-татарская, называется она «Алем». И на протяжении последних 5 лет здесь, на материковой Украине, мы с нашей командой занимаемся вопросами сохранения, изучения и популяризации крымско-татарского культурного наследия. Также я занимаюсь не только крымско-татарской культурной тематикой, я являюсь заместителем председателя экспертного совета по вопросам охраны нематериального культурного наследия при Министерстве культуры, молодежи и спорта. А также сейчас являюсь экспертом Украинского культурного фонда. Это фонд, который финансирует проекты, нацеленные на сохранение и популяризацию культуры, украинской культуры как в Украине, так и за ее пределами. Эсма Ханум, вы врач. Вы врач, акушер-гинеколог, и были практикующим врачом, но ушли в социальные проекты. Почему? Наверное, это вот самый... Мы начинали с того, что прежде всего я крымско-татарская мама, 2 детей и жена. И поэтому, когда у нас родились дети, мы с мужем поняли, что на самом деле, если ты занимаешься любой работой, ты отдаешься ей на все 100. И быть одновременно эффективным врачом, 24/7 и быть в то же время эффективной, хорошей, правильной мамой и супругой не очень просто. Поэтому, когда еще дети были маленькие, я для себя приняла такое решение, что нужно выбрать для себя такую работу, которая будет приносить пользу и людям, и в то же время ты можешь регулировать свое время, рабочее время. Я не могу сказать, что медико-социальные проекты, они намного проще. На самом деле это очень сложные эмоциональные проекты, но в то же время это не роды, которые могут спонтанно возникнуть в 2 или в 3 часа ночи, и то есть таким образом ты можешь все-таки регулировать свое время. И тогда я приняла решение попробовать себя в проектах, и мне это понравилось. Действительно, это были медико-социальные проекты в начале. И для меня эти проекты дали очень хорошую базу понимания вообще, как устроен мир. Потому что ребенок из академической семьи, который в своей жизни, в принципе, слава богу, не видел никакого негатива и смотрел на этот мир в розовых очках, говорю про себя, вдруг, начиная работать в этих проектах, я понимаю, что, оказывается, еще есть обратная сторона, не очень приятная сторона жизни, потому что первый вообще проект, который я реализовала самостоятельно, как координатор в Крыму, это был проект «Мама плюс». И суть заключалась в том, что мы работали с ВИЧ-позитивными мамами, которые впервые узнавали о своем диагнозе в родильном доме и отказывались от своих детей и бросали их. И вот мы для этих детей находили, во-первых, мы пытались вернуть затем этих детей из институций, из домов ребенка, из детского дома в биологическую семью.
И также мы работали с группой ВИЧ-позитивных женщин секс-бизнеса. Это тоже отдельная история. И с потребителями инъекционных наркотиков. И вот для меня, для человека, который никогда даже не представлял, что такая жизнь существует, это было просто неимоверный вызов. Для этого нужно очень много сил. И порядка 6 лет я проработала вот именно в этом контексте, в этих проектах. И хочу сказать, что это был очень непростой старт, но это стоило того, потому что я поверила в свои силы, в силы нашей команды, потому что мы отрабатывали очень интересные такие методики ведения случая, кейс-менеджмента вот с этими непростыми семьями. И я для себя поняла, что та идеальная картина мира, и вот идеализировать в этой жизни все нельзя. Вот та идеальная картина мира, которую я себе представляла, в которой я жила, благополучие, любви и уважение, она, к сожалению, не дано, чтобы каждый человек получил какой-то большой объем позитивных эмоций. Вы занимались сложными темами. Да. И потом переезжаете в Киев, и здесь совсем другой вектор. Вы здесь занимаетесь вопросами культуры, в частности, вы занимаетесь прикладным искусством. А как так? Почему так произошло? С одного направления совершенно в другое. Это, наверное, было продиктовано моими внутренними моими посылами, потому что после переезда, нам, во-первых, очень непросто далось это решение переехать сюда, в Киев. Кстати, а почему переехали? Если вы помните, я говорила в самом начале, еще раз буду возвращаться к тому, что я крымско-татарская мама и жена, да, и это было волевое решение моего мужа. И я, как мудрая крымско-татарская жена, я замужем, и поэтому какие мои внутренние чувства, я не совсем была к этому готова, но даже мне сейчас сложно об этом говорить, но понимаю, что семья это прежде всего, и поэтому я мудро приняла его это предложение, мы переехали сюда, в Киев, с семьей, с 2 детьми. И понимаю, что на сегодняшний день в плане, наверное, и образования для детей, в плане ощущения свободы, в плане собственной реализации у меня больше шансов, да, и у моей семьи больше здесь шансов. И поэтому я как прагматичный менеджер для себя понимаю, что все, что ты делаешь, должно иметь смысл. То есть нет действий, неинтересно совершать какие-то действия и активности ради активностей. Это должно приносить пользу. И в самом начале я говорила, что я занималась социальными проектами, наверное, здесь та же самая ситуация. Почему именно прикладное направление? Почему именно культура прежде всего? Потому что, скорее всего, не прикладное искусство, я бы сформулировала это как нематериальное культурное наследие крымских татар. Потому что таким образом каждый человек в меру того, как он устроен, выражает свой патриотизм. Да? Кто-то может выйти на митинг на Майдане, к примеру, кто-то может написать яркий, красивый пост, возможно. Я сторонник, и я делаю то, что я умею. Я стратегический планер и тактик 2 в 1, потому что вот эти проекты, которые я реализовывала до этого в Крыму, они, на самом деле говорят, да, что стратег, он знает, что делать, а тактик знает, как это нужно делать. Так вот, суть международных проектов заключалась в том, что тебе нужно было понимать, как ты делаешь, что ты прежде всего делаешь и какой конечный результат. Сначала ты рисуешь идеальную такую картину, да, конечного результата, а тактик, он в ходе совершения поступательных действий, он понимает, каков будет на выходе реалистичный результат. И поэтому эти проекты научили быть меня как стратегическим планером, так и реализатором этих идей. И поэтому я свои знания просто применила здесь, именно в этом секторе, в секторе культуры, и одновременно понимаю, что таким образом я выражаю свою крымско-татарскую позицию, и очерчиваю свою идентификацию. И таким образом я понимаю, что я могу быть эффективна для своего народа. А как вы считаете, вот работая с мастерами, события 2014 года как-то оказали влияние на их творчество, на то, что они делают? Почему спрашиваю, когда встречаешься с творческими людьми разных направлений, и
многие сегодня не могут создавать, а у некоторых наоборот. Я хочу показать, я крымский татарин. Вот в этом направлении что происходит? Я действительно вот свидетель тех процессов, наверное, вот именно в части эмоций, что происходило с нашими мастерами прикладного искусства, с художниками. Ну, вспоминаю одну из встреч в Берлине, когда мы приехали группой, группа творческих людей, и на панельной дискуссии был вопрос из зала: вот как вы себя сейчас, это был 15-й год, как вы себя сейчас ощущаете, но есть ли у вас внутренний ресурс творить? И коллега моя сказала: вы знаете, художник, если у него внутри светлые мысли, да, он будет это передавать в своем творчестве, у него яркие рисунки, яркие. Я действительно обратила на это внимание и говорила, что если у меня внутри хаоса, непонимание того, что происходит, или я грущу, мои краски в моих произведениях, они сгущаются и становятся более темными. Вот действительно так и есть. И это есть не только как проявление творчества, а образ жизни поменялся прежде всего, потому что если раньше мастера прикладного искусства, они были открыты для всех, были готовы делиться своими знаниями, своим творчеством, произошел какой-то блок такой внутренний. Да, когда все об этом говорят. Да, когда практически работа всех мастеров, крымско-татарских мастеров прикладного искусства, но это мое наблюдение со стороны, мое мнение, да, мое видение. Может быть, кто-то думает по-другому, но у меня сложилось впечатление, что мы как-то вот сжались, и было желание коммуницировать только со своими, вот по принципу принадлежности вот к крымско-татарской национальности. И на самом деле в этом есть, наверное, и еще второй очень интересный момент. Как раз-таки самые сложные моменты, сложные этапы жизни, они консолидируют народ и как-то вызывают, наверное, больше, у людей вызывают желание больше себя, еще больше идентифицировать. И поэтому мастера сконцентрировались больше на представителях своего народа, соответственно, и был и спрос. И вот потребность именно вот в этом у основной, скажем, массы людей, которые проживают в Крыму, крымских татар, которые не являются там творческими людьми, да, и поэтому идентификация, которая выражается практически к примеру там, в той одежде, которую ты носишь, в ювелирных изделиях, в желании украсить свой дом, свой интерьер предметами, которые действительно несут в себе наши именно крымско-татарские элементы. И поэтому сейчас, наверное, спустя 5 лет я вижу, что это напряжение внутреннее ушло, есть желание творить у наших мастеров, есть желание делиться своим творчеством с окружающими, но оно такое все-таки, в моем понимании, немного избирательное. То есть вот эта настороженность внутренняя, она все-таки остается. Для меня был неимоверный опыт, когда в прошлом году в рамках мы выиграли грант, который мы назвали «Вместе, разом» украинскую мову, да, и мы пригласили крымско-татарских мастеров прикладного искусства сюда, в сердце Гуцульщины. Мы приехали в город Косев. Почему я выбрала именно этот город? Потому что в прошлом году это номинационное досье традиции косовской, рисованной, малеванной косевской керамики были включены, были отправлены в ЮНЕСКО, и в этом году, буквально это очень свежая новость, эта традиция была включена в реестр нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКо, и поэтому мы знали, что там проживают мастера, которые имеют определенный опыт именно в промоции, скажем, в своих изделий. У них есть глубокое понимание своей идентификации украинской, и поэтому мы приехали туда и организовали в рамках проекта летнюю резиденцию. На протяжении 7 дней мастера прикладного искусства, которые приехали из Крыма. Да, которые приехали из Крыма, 15 человек из Крыма и 6, это наш оргкомитет из материковой Украины. Мы поехали в Косов.
Мастера, ну, по нашим ожиданиям, это были первые несколько дней адаптации, понимания, что мы делаем в резиденции. Но для меня было неимоверным таким, ну, приятным эффектом то, что мастера сразу же начали творить. То есть вот вдохнув этот воздух, Воздух свободы. воздух свободы, да, общаясь во второй половине дня, у них была возможность просто уходить вот куда они захотят. И вот они общались вокруг. Ну, дело в том, что этот городок, он этнически очень такой насыщенный различными его проявлениями, начиная от момента там, общения с самими мастерами, заканчивая просто жителями. Вот. Но еще и среда влияет. Все-таки они Конечно. выехали в Украину, Конечно. где можно говорить, где можно творить. В Крыму я это тоже чувствую. Очень Да. многие жалуются. Да. Очень тяжело. Многие говорят, мы используем язык Эзопа. Нам настолько сложно, нам настолько сложно писать. Писатели об этом говорят, поэты об этом Да. говорят. А здесь вот у них была возможность свободно творить. Да, у них была возможность творить, и действительно они создали, я не знаю, сотни орнаментальных композиций. И для меня показателем является то, что в этих орнаментальных композициях на самом деле художник через это, ну, через свое творчество, как мы уже говорим, говорит с окружающим миром. А наши орнаменты — это вообще неимоверно уникальное просто проявление крымско-татарской культуры. Это наше наследие действительно, потому что, зная язык орнаментов, ты можешь эту орнаментальную как книгу прочитать или как рассказ, зная язык Вот орнаментов. в связи с этим мой следующий вопрос. Что нужно знать о крымских татарах, чтобы их воспринимали как самостоятельный этнос, а не часть какого-то другого народа? Даже, наверное, не то, что как часть народа, но я себе так не представляю по моим коммуникациям с окружающими. Я больше представляю, что ну, у людей представление, что это не часть какого-то народа, а больше, что это люди, ну, это народ, который в Крым откуда-то пришел и спрашивают, а где же ваша родина, как вы добрались до Крыма, когда это было. То есть, До сих пор эта проблема существует. Да, эта проблема существует. И поэтому я для себя понимаю, что только структурированные пошаговые действия ты не можешь в голову человека, а когда речь идет не о одном человеке, а 40 миллионах людей, да, если мы говорим конкретно про Украину, ты не можешь за короткий промежуток времени вложить огромное количество информации, потому что помимо этого, да, у каждого человека есть своя личная жизнь, есть работа, есть интересы, и поэтому это должны быть такие поступательные действия. Ну, это должны быть очень четкие, сфокусированные акценты как раз-таки про то, что должны люди знать о крымских татарах. Потому что для нас даже сейчас есть сложность с пониманием того, что крымско-татарский народ — это коренной народ. Да? И у многих людей в голове нет понимания, чем коренной народ отличается от национальных меньшин. Давайте начнем с этого. Да? Затем мы говорим о нашем культурном разнообразии, но прежде всего я хочу донести мысль о том, что если мы популяризируем свою культуру, это не угроза целостности украинской нации. Как раз-таки это на самом деле мегатренд европейский, когда мы таким образом демонстрируем свою мультикультуральность, и причем гармоничную, да, гармоничное культурное разнообразие. Это на самом деле очень важные посылы. И если мы говорим, к примеру, о, вот, скажем, тех посылах, которые заложены в тех же наших орнаментах, в орнаментальных композициях, а почему именно орнаменты я выбрала для себя именно фокусом сейчас в работе? Во-первых, вернемся к тому, что есть понятие материального культурного наследия и нематериального культурного наследия. Ну, наверное, нужно быть реалистами. К великому сожалению, процессы, связанные с материальным культурным наследием, архитектурные памятники, то есть это рукотворные, скажем, да, реальные предметы, здания, предметы реальные, к сожалению, механизмов юридических сейчас защиты и работы нет.
Но у нас есть огромный пласт, который называется нематериальным культурным наследием. Но нематериальным, причем, знаете, на английском языке это не non-материал, вот звучит, да, а именно звучит как неосязаемое наследие. То есть это то, что нельзя руками потрогать. Это как раз-таки из области понимания, размышлений, чувств. То есть нематериальное культурное наследие — это традиции, это, к примеру, техники, которые используют мастера. И вот орнамент он на самом деле у нас объединяет практически всех мастеров прикладного искусства. И поэтому наша задача была отправить номинационное досье в ЮНЕСКО, и что мы в принципе и сделали в прошлом году, на рассмотрение, чтобы его признали нематериальным культурным наследием не только Украины, потому что в реестре нашем он в 2018 году уже, но благодаря вот нашей совместной активности с Министерством культуры был признан и зарегистрирован. А теперь наша задача, чтобы посредством этого орнамента, если мы сейчас действительно мы пройдем с этой номинацией в ЮНЕСКО, и он будет признан, этот элемент. Причем элемент называется не просто орнек, а крымско-татарский орнамент орнек и знание о нем. Да? То есть вот как раз-таки мы говорим о том, что мы должны не просто визуальную красоту сохранять, мы должны сохранять глубокие смыслы, потому что через смыслы мы можем говорить с окружающим миром. И читая, что художник изобразил в орнаментах, на самом деле люди подсознательно для себя понимают, какие для него важные ценности, потому что в орнаментальных композициях номером один является семья, семейные, не родовое, тем самым а можно именно познакомиться с семейное крымско-татарским народом. Конечно, таким образом мы можем знакомиться с традициями и ценностями, что для нас важно. Ну, к примеру, когда коллега из Крыма, мастер, вышивальщица, рассказывает о том, что вот на этой в этой орнаментальной композиции, вот здесь я изобразила гвоздику, а это символ возрастного человека, да? И это может быть и мужчина, и женщина, бабушка или дедушка. И если в семье есть бабушка и дедушка по нашим, ну, вот, по нашим традициям, это берекет для твоей семьи, то есть для нас ценно, чтобы наши близкие всегда были рядом с нами. То есть просто знакомясь с этими орнаментами, знакомясь через вот такую интерактивную, очень легкую форму, потому что рассказывать можно все что угодно, да? Но чтобы это дошло до сердца, вот в этом случае, конечно же, наши орнаменты просто уникальны. Вы давно занимаетесь этим вопросом, чтобы наш орнамент вошел в реестр ЮНЕСКО. Да. А как обстоят дела? На самом деле не очень простая ситуация, потому что мы отправили номинационное досье на рассмотрение в прошлом году, и в ЮНЕСКО есть несколько реестров, в которые помещаются, тот реестр, который сейчас принят к рассмотрению, даже не реестр, а вот список, да, список номинаций, которые отправляются со всех стран, и есть списки, которые находятся в режиме ожидания. Там очень много сложных технических процессов, к примеру, на одном из заседаний они принимают решение рассматривать от одной страны одну номинацию 2 года, к примеру. То есть на это нужно время? Да, на это нужно время, и годы уходят на то, чтобы уже непосредственно произошло это именно заседание, которое, в общем-то, принимало решение, собралась эта экспертная комиссия, которая принимала бы решение о принятии или не принятии, об отклонении, возможно. То есть разные могут быть варианты. Поэтому наш ход еще пока не дошел, и мы находимся в режиме ожидания сейчас. Угу. Поэтому пока делать какие-то выводы еще рано просто. Вы работаете в этом направлении? Да. Вы были советником министра культуры при правительстве Порошенко. Вы знаете, мне всегда было интересно, вы человек с такой активной позицией, организовываете выставки. А вот эта позиция была оплачиваемая или это вот просто... Нет, эта позиция, я для себя приняла осознанное решение. Почему? Потому что на самом деле, опять-таки это мое видение. А быть советником и финансово зависеть, это, наверное, не совсем правильно. Потому что для меня я была внештатным советником, хотя были предложения, был выбор.
штатный или не штатный, да, и поэтому для меня было принято такое, мной было принято решение, потому что, ну, на самом деле, вы знаете, у меня, возвращаясь с самого начала по поводу того, что я крымско-татарская жена, не всегда я сама вот так вот просто беру и волевым решением, я принимаю решение. У меня есть еще моя опора, мой муж, с которым мы всегда обсуждаем все вопросы, и очень серьезные решения мы принимаем вместе. Поэтому здесь говорить «я», наверное, было бы не совсем уместно, потому что знаю, что когда я чувствую его поддержку и чувствую его одобрение, это для меня очень важно, это придает мне сил и придает мне уверенности. Поэтому мы для себя приняли решение, что да, финансовая сторона вопроса, она важна для человека, да, ну не будем лукавить уже, да, действительно, ну, в чистом виде альтруистов на самом деле, наверное, ну не знаю, я таких людей не встречала в своей жизни. Я не верю в альтруизм. Да? Я в альтруизм в чистом виде не верю. И поэтому в любом случае, если человек совершает какие-то ну, поступки, какие-то действия, активности, ну, есть определенная база, определенное понимание, почему. Поэтому на самом деле мы думали про то, что действительно это, возможно, финансовая составляющая, но в то же время есть еще внутренний. Я человек просто очень открытый, с прямыми коммуникациями, человек, который не любит вторых планов. Позиция была неоплачиваемая. Позиция была неоплачиваемая. А на что вы организовываете все ваши мероприятия? На какие средства? Вот, как раз я об этом и хотела сказать, потому что у меня есть еще вторая часть моей жизни. Помимо того, что вы видите здесь на экране, помимо того, тех чудесных проектов, которые вы видите, есть еще огромный труд, который чаще всего у меня осуществляется долгими летними, зимними, осенними, да, весенними 15 человек нужно привести, это все деньги. Да. И как? Да. Вот, как вы решаете финансовые проблемы? Вот на это... что живете? Отлично, хороший вопрос, я готова на него ответить, потому что я уже говорила о том, что никаких секретов. Это вот действительно мой труд, потому что ночами я пишу грантовые заявки. У меня есть более 20 лет опыта работы реализации грантов, знаю, как это делается, но на самом деле это тоже тяжкий труд, когда ты можешь написать с десяток грантов, но выиграть, к примеру, 1 или 2 или 3, но это вот твой хсмет, как мы говорим, да, как говорят у крымских татар. Поэтому активности я начинаю уже реализовывать и совершать только в случае, если я уверена, что да, действительно этот грант поддержан, потому что бывают разные ситуации, как, к примеру, в прошлом году, когда я уже понимала, что ну вот все, я прошла первый этап защиты, второй этап защиты. То есть это не просто так, ты написал грант, да, и ты вот тебе перечислили деньги. Ну, на самом деле есть несколько этапов защиты, когда контент, да, содержательная часть, потом финансовая часть, потом подписание договоров. И вот эта примета на самом деле есть у людей, которые работают с проектами. Пока ты не подписал контракт, не начинать проекты, как бы ты ни понимал, что он успешен, и у тебя... Вот у меня был уже один такой за 20 лет, это был мой первый опыт, когда практически я понимала, что все, мы запускаем гранты, в последний момент человеческий фактор и внедрение человека, к сожалению, привело к тому, что этот грант не поддержали. То есть практически уже вот на самом старте. И поэтому поиск грантовых средств, благодаря которым, в общем-то, мне удается реализовывать эти проекты. Ну и личный доход от грантовых проектов. Обязательно, конечно, но в грантах, ну, я уже говорила про альтруизм, потому что я тоже живой человек, у нас 2 детей, и мы, ну, то есть вы знаете, с какими проблемами сталкиваются люди, которые, ну, переехали сюда, бросив все, свои дома, ну, весь свой комфорт, который был. И поэтому, ну, наверное, вот такая судьба и такой вызов, и мы с моим мужем и с детьми абсолютно так стойко это принимаем, этот вызов. И, ну, иногда дети говорят: ой, Анна, ты знаешь, вот если бы, вы знаете, наверное, если бы мы там вот жили, у нас же по-другому все было бы возможно, да, то есть когда, но на самом деле это тоже хорошо, потому что вот у меня в моей семье были четко расставлены приоритеты, да, в первую очередь образование, потом уже развлечения, отдых и так далее. Мы, как дети, сопротивлялись, возможно, особенно подростки.
А сейчас я понимаю, что перед нашей семьей точно такой же вызов стал, да, когда мы с детьми говорим, так, образование, вот давайте мы все-таки оплатим, к примеру, вот если мы обсуждаем финансовые вопросы, мы оплачиваем, к примеру, там, курсы английского языка, компьютерную академию и так далее. А вот поездка летом куда-нибудь, к примеру, за границу, потому что у детей тоже есть стереотипы, у них тоже, они же в вакууме не живут, и у них есть одноклассники, с которыми, друзья, подружки, с которыми они общаются, и они видят другой образ жизни. И поэтому практически, наверное, модели вот в семье из поколения в поколение передаются. Не только традиции, но и модели в том числе. Поэтому вот не ропщу, принимаю это действительно так, как есть. Это действительно вызов, мы через это должны пройти. А сегодняшним министром культуры, сегодня называется это Министерство культуры, молодежи и спорта. Да, это новое министерство. Вы сотрудничаете? Ну, сказать, что непосредственно с самим министром нет. Почему? Потому что я для себя, опять-таки, вот это тоже определенный этап в жизни. Когда пришла новая команда, я для себя опять-таки приняла решение, что хорошо, советником, в образе советника я уже побыла. И достаточно эффективно в моем понимании. А теперь нужно попробовать еще, вот объясню. Наверное, я постараюсь сейчас более четко. Я занималась непосредственно крымско-татарской культурой. Сейчас я понимаю, что я смогу использовать свои знания, свой потенциал, свои возможности для того, чтобы расширить диапазон своих активностей, своих действий. И поэтому на сегодняшний день, я уже говорила, я вхожу в экспертный совет по нематериальному культурному наследию вот новосозданного Министерства культуры, молодежи и спорта. Поэтому я перешла вот в такую практическую деятельность, в которой, начиная с момента ознакомления с теми номинациями, с теми, называются они учетные карточки, да, но если уже использовать терминологию, для того, чтобы тот или иной элемент нематериального культурного наследия был включен в национальный реестр носителей информации, то есть те люди, которые, это не государственные институции, это не структуры, которые непосредственно находятся на местах в регионах, а именно носители элемента, то есть практики, которые практикуют данный элемент, к примеру, мастера прикладного искусства, которые занимаются, ну, к примеру, да, там, вышивкой, они могут этот элемент подавать на рассмотрение в министерство. Так вот, я занимаюсь сейчас, ну, в составе большой команды, мы занимаемся изучением тех потенциальных элементов, которые подаются на рассмотрение, и, соответственно, формируем рекомендации в случае, ну, непринятия элемента в национальный реестр. И на самом деле вот перед нами, перед нашей этой новой командой и состав действительно экспертного совета, я в принципе в него входила и в 2018 и в 2019 году, но сейчас это новый состав экспертного совета, в котором перед нами стоит огромный вызов, потому что количество вот тех элементов, которые подаются с каждым годом, все больше и больше. То есть у людей элемент, опять-таки, внутреннее чувство необходимости культурной идентификации, сохранения. У украинцев, я имею в виду здесь, которые проживают на материковой Украине, желание сохранять свое нематериальное наследие достаточно высокое такое, вот, и мотивация есть. Но в то же время я вижу очень много пробелов и очень много сложных моментов, связанных с этим огромной турбулентностью, как политической, так и вот связанные сейчас изменением полностью структуры внутри вот самого устройства, да, как это все происходит, самого менеджмента. И поэтому что мы можем говорить о людях, которые практически вот в этом хаосе, они полностью теряются. А как в этой ситуации быть крымским татаром? Каким крымским татарам? Крымским татарам, которые... Вообще вы Вообще. имеете? Мы находимся в крайне сложной ситуации. Соглашаюсь. Вот как нам быть? Вы ведь знаете, что в Крыму все равно смотрят на эту сторону. Да. И каждый переживает. И часто задаваемый вопрос, а что нам делать? Первое, если мы сейчас потеряем вот чувство веры, ну, наверное, вот иман Хавиолсон говорят, да, у нас, то есть внутреннее чувство веры в себя, в свои силы, в то, что мы сможем,
себя сохранить и отстоять, вот это должно быть первостепенным, потому что это тебя питает. Потому что в деструктивных программах человек неэффективен, он просто теряется. Мы говорили о художниках, да, о том, что если у них нет мотивации, если у них нет, вернее, вдохновения, они не могут творить. Это действительно так. Но это и касается всех нас, потому что если у крымского татарина не будет веры вот в себя, веру в свое будущее, то, соответственно, мы не сможем совершать никаких действий, которые были бы направлены на это. Поэтому первое, что нужно сделать, вот я считаю, что сейчас все должны сконцентрироваться на себе. Да? Объясню, что я имею в виду. Мы можем говорить, когда ты говоришь о мега-глобальном, в таком глобальном формате, то на самом деле поверить в успех, особенно вот в таком хаосе и турбулентности, очень сложно. Если ты концентрируешься на себе и на своей семье, вот если каждый крымский татарин поставит перед собой задачу говорить с детьми на крымско-татарском языке, в семье не нужно больше никуда идти и совершать каких-то То есть заняться внутренним сохранением. Конечно, конечно. Если мы будем понимать, что это вот крепкая семья, крымско-татарская крепкая семья, в которой сохраняются традиции, язык, уважение ко взрослым, то это вот основа основ, это основа язык, образование, основа нашей вообще и наша культурная идентификация, это должно быть основой нашей вот, планируемой, да, я не знаю, нашей, правильно ли я выражусь, там, государственности, да, вот именно крымско-татарскости, скажем так. Вы знаете, а как быть? Вот нужно реализовывать те или иные проекты, нужно привлекать соотечественников. В Крыму все, кто пытается что-то сделать, один-два раза они это организовывают, завтра все, на следующий день к ним уже звонят, говорят, вы слишком активны. Как быть здесь? Видите, вы рассказываете, как тяжело осуществляются процессы. А вот как быть вот с такими какими-то серьезными проектами, не только замыкаться в семье? Я просто наблюдаю еще один очень тонкий нюанс по поводу тех проектов больших, которые реализовываются в Крыму. Честь и хвала тем людям, которые, я вижу просто в медиа и слышу, и знаю о том, что реализуются проекты под силами наших соотечественников. Да? То есть они не пользуются там грантовыми средствами, к примеру, да, или государственными средствами. Они консолидируют свои усилия и, соответственно, сами реализуют эти проекты. Честь и хвала. Но при этом я считаю, что джемаату нам нужно набраться здесь понимания и терпения для того, чтобы не критиковать этих людей, которые там реализуют вообще на самом деле в самых сложных условиях эти проекты. Потому что когда это вот по поводу того, что как же этим людям дальше двигаться. На самом деле, если здесь вера есть, то на самом деле эти люди, вопреки всему, будут двигаться дальше. Я не верю в то, что они просто опустят руки, сдадутся, да, потому что то же самое происходит здесь с нами. То есть это не значит, что если мы здесь, на материковой Украине, все прекрасно двигается, и проекты мы реализуем, и все хлопают в ладоши. Нет, на самом деле это тоже огромный труд. И еще здесь к этому присоединяется, знаете, к этим, скажем, вот в контекст этих проектов еще присоединяются... я бы назвала это играми разума, да, то есть когда ты должен двигаться вот как между каплями дождя, потому что на самом деле просто вписать, моя задача сейчас вписать крымско-татарский культурный кластер как отдельную составляющую вообще вот в украинское культурное пространство. Это не значит раствориться. Это значит, что вот мы говорили в самом начале, да, с вами о том, что культурное разнообразие с четкой идентификацией. И я своим коллегам всегда об этом говорю, что мы гармонично должны вписывать нашу культуру сюда. Это не значит, мы не манифестируем тем, что мы разные, мы лучше или кто-то хуже. Нет. Каждая культура имеет место быть. И поэтому давайте мы уважительно относимся к вашей культуре, но это искренне, потому что я человек, который не может генерировать каких-то неискренних там улыбок, взаимоотношений строить и так далее. Поэтому я говорю, мы открыты к вам. Вот я действительно сейчас пришла с этой идеей, но в то же время мы не враги, мы не разрушаем вашу здесь целостность никоим образом. Но при этом мы четко соблюдаем вот ту свою культурную идентификацию, благодаря которой крымские татары, по сути, могли бы, извините, 100 раз раствориться, находясь на протяжении более чем 40 лет в депортации.
в Средней Азии. И там, кстати, условия были намного благоприятнее в плане того, что там, извините, мусульманская среда, и мы могли многое что у них перенять, действительно раствориться. Но ведь этого не произошло. Мы сохранили свои традиции, мы сохранили знания, да, они фрагментированы. К великому сожалению, знания о нашей культуре и о нашей истории, они фрагментированы, они просто распорошены, по сути. Наша задача сейчас это собрать воедино. Вот и маленькие-маленькие кусочки, маленькие-маленькие эпизоды собрать воедино и сделать из этого целостную картину. И в то же время вписывать ее в существующее культурное пространство, не разрушая вокруг себя ничего. Это огромный вызов. И... Вы всегда возвращаетесь к этой теме, болеете за нашу крымско-татарскую конечно. культуру. А как вам крымско-татарский мир в Киеве? Разнообразный. Абсолютно разнообразный крымско-татарский мир в Киеве, потому что уже есть определенный опыт, то есть это не теоретические знания, это именно практика, это огромное количество коммуникаций изо дня в день с представителями крымско-татарского народа, которые переехали сюда после 2014 года на материковую Украину, и с теми крымскими татарами, которые уже здесь живут на протяжении, скажем, 10, может быть, больше 10 лет, да, то есть больше, чем 5 лет однозначно. Они переехали еще до печальных событий, которые произошли в этой стране. Хочу вам сказать, что я чувствую разницу между этими людьми. И на самом деле для себя понимаю, что если в первый год начала работы с представителями своего же народа, они у меня были больше, знаете, такой вот просто ура-патриотизм, когда ты бросаешься в омут с головой, да, и сейчас как-то более для меня эти знания об этих людях, они структурировались. Вы знаете, есть активная часть, вот таких, как вы, и, к сожалению, здесь очень много разрозненности. Мы никак не можем объединиться и начать что-то делать вместе, везде конфликт. Да. Я констатирую тоже, да, я понимаю, что это есть. Но наша задача в чем? Мы не можем делать вид, что мы этого не видим, и отторгать это. Потому что это данность, это там реалии. ждут результаты, понимаете, Да. там ждут каких-то действий. Поэтому возвращаемся к тому, что, пожалуйста, перестаньте критиковать друг друга. Каждый займитесь своей ячейкой, своей семьей, начните с себя. Знаете, у ЮНИСЕФ была вообще бордовая компания как-то, я не знаю, лет, наверное, 10 тому назад, и когда у них на бигбордах, на ситилайтах была фотография пожилого, я подробности не помню, но помню вот эту фразу, что дети говорят не то, что вы говорите им, по отношению к родителям, да, то есть это был посыл к родителям, что дети говорят не то, что вы им говорите, а дети делают то, что делаете вы. На самом деле вы их модель поведенческая, чаще всего, да, и поэтому начни с себя. А теперь давайте поговорим немножко о вас. Давайте поговорим о вашей семье. Вы упоминали о своем супруге, что он вас поддерживает. Поделитесь вот секретом своего женского счастья. Первое. Наверное, то, что ты делаешь в работе, четкость, структурированность своих действий, ты можешь переносить еще на быт свой, да? И поэтому четко рассчитывать свой тайминг, что я успеваю, не успеваю. И к великому счастью уже дети подросли, потому что раньше было намного сложнее, но, к счастью, мы в это время жили в Крыму, и у нас были бабушки и дедушки, которые нам помогали. Вот. А супруг какую роль играет вот в вашей деятельности? Он ваш друг, он ваш партнер. Как бы вы его характеризовали бы? Друг, это моя вторая половина. Наверное, этим все сказано. Он мой друг, он мой советчик, он мой критик, потому что его критику я воспринимаю абсолютно адекватно. Вы счастливая жена? Да. Вы счастливы в семье? Аллах шукур, да. Но это самое важное. Да. Вы знаете, мы говорим много, сегодня говорили о наших соотечественниках, которые переехали в Киев. Я наблюдаю следующее, что молодежь, которая переехала, семьи, которые переехали, они привыкают к Киеву. Я очень сомневаюсь, что они вернутся. Ваши дети вернутся? Как вы думаете? Я не могу ответить на этот вопрос. Если быть откровенным, не могу ответить, но работаю над тем, чтобы у детей было понимание, что у них есть их историческая родина, Крым. Потому что... Наверняка они вам говорили, я, наверное, уже в Крыму жить не смогу. Да, да. Причем у меня экстраверт и дочка, да, подросток со своим протестным таким
вот сейчас характером, и это абсолютно тоже нормально, потому что она тоже учится жить, учится коммуницировать. И когда мы приезжали в Крым несколько лет, вот мы летом приезжаем на летние каникулы, и она говорила: ой, Анна, я здесь, наверное, ну не смогу, Анна, я так к Киеву привыкла. Последний эпизод, мы были в ноябре на свадьбе моего племянника, когда она увидела, что просто это члены, самые близкие люди. У меня 2 брата, у которых вот 2, 3 детей, а уже братьев, дети уже женаты, у них есть свои дети. Когда она увидела вот 10-15 человек вместе, и это самые близкие, двоюродные, троюродные, для меня это было, вот это меня вот действительно тронуло, потому что мы ехали обратно, и она сказала: Анна, как классно быть с ними вместе. И я вот не знаю, мне вот так Крым, через них мне Крым очень нравится. Но, наверное, вот в этом-то, наверное, и суть. И поэтому мы каждый день проговариваем с детьми. Иногда протесты, иногда я каждый раз рассказываю определенные кейсы из жизни ребенку, да, о том, как правильно строить семью, что желательно, чтобы, не то что желательно, но наше правило, чтобы твой муж был крымским татарином. У нее реально есть протест по отношению к этому, и она мне говорит: Анна, мне иногда кажется, что ты просто придумываешь эти кейсы, да? Нет, на самом деле это жизненные кейсы, и поэтому, к примеру, констатировать какой-либо факт в 18, в 19, 20 лет для своего ребенка, до этого не говоря об этом, да, наверное, это не совсем правильно, поэтому мы для себя принимаем решение, что ежедневно говорить со своими детьми о культурной идентификации. Говорите на родном языке с детьми? Стараюсь говорить. Вот это, кстати, самый сложный вопрос, потому что на самом деле, да, дети здесь в среде, вот представьте, они изучают английский язык, украинский язык, у детей еще есть там 2 иностранный, там у сына немецкий, у дочки французский, да, и крымско-татарский. На самом деле быть вот в этой языковой, в 5 языках сейчас пребывать на самом деле очень сложно. Но родной язык мы с вами тоже не изучали в школах, однако говорим. Да, но в чем суть? Суть в том, что я для себя поняла, что каждый мой разговор с папой вот по телефону заканчивается такой большой жирной точкой. Балам, Эвде, Балдарнен, Храмтатар Джалафет, Ялварам, Лютфен, Сораемсен, Храмтатарджа, Яхши, Бабалафетидием. И вот для меня даже сейчас я ощущаю, что я когда очень быстро говорю, к примеру, детям что-то на русском или украинском языке, у меня здесь внутри какой-то блок. То есть я понимаю, у меня есть это осознание, и поэтому я стараюсь говорить простые бытовые фразы, чтобы это было привычно, готовить крымско-татарскую еду и постоянно погружать их в вот ту среду, которую мы создаем для них здесь, вот именно в крымско-татарскую, чтобы их ощущение внутренней этой идентификации, вот именно крымско-татарскости. Потому что меня бабушки с дедушками воспитывали так, что они не говорили «хазам хазлар улей япмай», к примеру, да, не так не сидят, так не отвечают, к примеру, «храм-татар хазлар улей япмай». Вот поэтому для меня я просто переношу все то же самое на воспитание своих детей. Я всегда рублю на голос, да, что крымско-татарские девочки так не делают, крымско-татарские девочки так резко не отвечают, к примеру, да, на вопросы. А сами работаете над языком для того, чтобы улучшить свой родной язык? К великому сожалению, признаюсь честно, у меня просто на это нет времени, но каждый мой выход, к примеру, в эфир, на самом деле он сопряжен со сложностью, что я не знаю этих переводов сложных аббревиатур. К примеру, там нематериальное культурное наследие, человечество. Вот взять сейчас, или там Организация Объединенных Наций, или ЮНЕСКО, к примеру, перевести. Для меня это сложности, и поэтому каждый раз я буквально беру для себя 3-4 слова, запоминаю их, и еще в переводчике всегда смотрю. На самом деле я крымско-татарский язык очень тонко чувствую. То есть даже там какое-то окончание или постановку слов в предложении я уже могу понять ту эмоциональную составляющую. Поэтому стараюсь, но у меня времени на это очень мало. Что является для вас самым большим достижением?
Я считаю, что самое большое мое достижение будет впереди еще. Сейчас это маленькие-маленькие кирпичики. Я сторонник устойчивого, да, устойчивого развития. Это тоже такой мировой тренд, который промотирует на сегодняшний день ООН, что все, что ты делаешь, должно быть не дело ради дела, действие ради действия какого-то, а устойчивое развитие, когда у тебя из одной инициативы вырастает еще несколько. Это как дерево просто, да, вот крона разрастается. Поэтому сейчас вот те проекты, которые реализую, они являются фундаментом, уже и 2 ряда кирпичиков, мы же крымские татары, мы же строить через эту призму можем. То есть несколько рядов кирпичиков уже выложено. Поэтому самое большое достижение впереди еще, Сметолса. Ваши герои в реальной жизни, есть ли такие? Да. Кто? Мои герои в реальной жизни — это мои родители и их пример. Моя мама рахметли и мой папа, который вот ему 86 лет, и что удивительно, у него до сих пор есть список, план работы на день, что он должен делать. Мы буквально говорили несколько дней назад, и он говорит: «Хазам, 17 пунктов». Я говорю: «Мама, что вы там делаете?» Он говорит: «Не поверишь, бытовые вопросы всяческие». То есть настолько вот для меня это нужно иметь какую внутреннюю организацию в этом возрасте. Знать, что такое тайм-менеджмент. Да, знать, что такое тайм-менеджмент. То есть для меня на самом деле эти люди герои, потому что они прошли депортацию, они прошли репатриацию, да, и возвращение, и становление здесь на родине. Поэтому для меня это, знаете, есть герои, которые созданы, возможно, для тебя, вот вокруг, да, которые созданы медиа, исторические данные. Я все-таки как вот человек, который... Это ваш отец? Да, для меня мой герой это, да, и это мой отец. С каким пожеланием, посланием обратитесь к своим внукам? Ой, на самом деле я хочу сказать, что у меня тоже был пример бабушек и дедушек, и понимаю, быть бабушкой — это огромная ответственность, но у меня есть модель. И первое, что я хотела бы делать, дело в том, что послание — это, я попытаюсь его в конце вот финализировать так, да, но первое, что я хотела бы сделать, научить детей говорить на крымско-татарском языке, потому что я так своей дочке и сказала: «Вам первое, что я сделаю, твои дети Сметолса будут говорить на родном языке». Это будет вот мой вклад. Я бы хотела им сказать, чтобы они были достойными представителями крымско-татарского народа, чтобы они не забывали о нашем прошлом, кто мы, и всегда верили в наше правильное, светлое, хорошее, доброе будущее, именно в национальном контексте. Мы вам желаем успехов, чтобы ваши проекты все реализовались. Ну а мы заканчиваем нашу программу. Напомню, гостем нашей программы была глава общественной организации «Алем» Эсма Аджиева. Смотрите программу «Геонуль Ден», с нами всегда интересно.